Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, что водитель такси сбежал от пассажиров на улице Голубятникова. Всю дорогу он предлагал мефедрон. Мнение клиентов и самого таксиста. Не знаю. Покажем момент ночной аварии в самом центре Казани на перекрестке улиц Пушкина и Островского. И мужчину, обнимавшегося с автомобилями на улице Бегичева. А также итоги операции «Пешеход» и последствия быстрой поездки 19-летнего водителя «Шкоды» по Альметьевску. Выслушай меня! Все это прямо сейчас. Водитель такси минувшей ночью убежал от пассажиров, довезя их до места назначения. При этом оставил и заведенный автомобиль, все деньги и документы. Причины, как рассказала ехавшая там супружеская пара, поведение самого водителя. По уверениям пассажиров, он всю дорогу предлагал им купить наркотические вещества и демонстрировал пакетик с запрещенным содержимым. А когда они доехали до места и вызвали стражи порядка, просто убежал, бросив все. Впрочем, на место водитель вернулся только после того, как самих заявителей доставили в отдел полиции. В пакетике у него было грамм 10 мефедрон. Пассажир Hyundai Solaris рассказывает, вызвали супругой такси, надо было из авиастроительного района доехать до дома на улице Голубятникова. Говорит, не ожидал, что поездка обернется вызовом полиции. Всю дорогу он предлагал. То есть мы доехали до адреса, я его здесь пытался задержать, вызвал полицию, он убежал. Я его не смог задержать. Удостоверение у него вот на машине, на капоте. Все документы оставил. Пакетик с собой забрал. Сама поездка, уверяет молодой человек, была экстремальной. Говорит, и сам водитель вел себя неадекватно. Нарушал неоднократно дорожные правила и выражался нецензурно. Приехавший на место друг водителя Hyundai в рассказ молодого человека не поверил. Говорит, его товарищ приехал в Казань год назад и все силы направил на учебу. Он студент, как наркотик. Нет. Даже он водку не пьет. При этом о причинах бегства водителя сказать ничего внятного он не смог. И в чем была такая срочность, что оставил посреди дороги открытый, заведенный, арендованный автомобиль, не рассказал. Просто машину не заводился и вышел. Сейчас придет. Тем временем стражи порядка решили для выяснения всех обстоятельств доставить в отдел полиции самих заявителей. Да, нечего разбирать в отдел полиции. Всем как они. Такие процедуры, что при себе ничего запрещенного не было, тоже не смогли найти ни себе увидеть, ни нам. У пришедшего вскоре на место водителя иномарки автоинспекторы не обнаружили никаких признаков ни наркотического, ни алкогольного опьянения. О причинах своего поступка отвечал кратко. Не понимает и плохо владеет языком. Убежали просто так? Не знаю. Впрочем, все рассказать молодому человеку придется в полиции. Стражи порядка сейчас выясняют все обстоятельства этого конфликта. Сирина Васильева, вызов 112. Мужчину, который полночи не давал спать жителям одного из домов на улице Бегичева в Казани, установили, задержали и привлекли к ответственности. Напомним, в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлен человек с неадекватным поведением. Он то кричал, то бил по машинам, то обнимался с припаркованным транспортом. Стражи порядка эту запись также увидели и установили личность этого человека. Сейчас он уже отбывает наказание в виде 6 суток административного ареста за мелкое хулиганство. 39-летний мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный материал по статье 20.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации «Мелкое хулиганство». Заявлений о нанесении механических повреждений транспортных средств от граждан не поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Помощь медиков потребовалась водителям обоих автомобилей, столкнувшихся ночью на перекрестке улиц Пушкина и Островского. Дорогу там не поделили Санкт-Йон-Крэкстон и Лада Приора. В результате столкновения иномарку отбросило в сторону. Если бы не ограждение проезжей части, автомобиль выбросило бы на тротуар. Ладу развернуло, и она с разбитой передней частью осталась стоять на месте аварии. Момент столкновения был зафиксирован регистратором одного из соседних автомобилей. Возможно, эта запись и поможет выявить виновника столкновения.
После осмотра врачи отпустили обоих мужчин. В госпитализации они не нуждались. Водитель иномарки отделался испугом. Молодой человек, управлявший отечественным автомобилем, по предварительным данным жаловался на боли в ноге, но считал это терпимым. По какой причине он не разъехался с кроссовером в самом центре перекрестка улиц Пушкина и Островского, рассказать не пожелал. Немногословным был и водитель иномарки. Его знакомые приехали на место уже после аварии и подробности не знали. Рекстон ехал оттуда, Привора ехал по Пушкину. Кто прав, кто виноват? Я не сотрудник ГИБДД. Ясность в обстоятельства аварии внесла запись видеорегистратора одного из автомобилей, двигавшегося по улице Пушкина. На ней видно, водитель отечественной легковушки, хоть и был быстрее всех, но пересек стоп-линию на зеленый сигнал светофора, даже позже, чем владелец регистратора. Красный свет для автомобилей, двигающихся по улице Островского, загорелся за 2 секунды до того, как на перекресток выехала иномарка. Окончательную степень вины каждого из водителей еще будут выяснять автоинспекторы на детальном разборе аварии. Радик Фархулин, вызов 112. Пешеходы нарушают правила дорожного движения больше, чем водители не пропускают пешеходов. Об этом говорят итоги операции «Пешеход», которую проводила автоинспекция Казани. На протяжении 10 дней сотрудники ГИБДД уделяли пристальное внимание безопасности пеших участников движения. Как итог, за нарушение правил движения были привлечены к ответственности 1127 пешеходов и 965 водителей, не уступившим дорогу людям на переходах. К слову, для пешеходов за нарушение правил движения штраф составляет 500 рублей. Для водителей от 1500 до 2500 рублей. Всего с начала года в столице республики с участием пешеходов произошло 89 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 86 получили травмы различной степени тяжести. Остаться незамеченным не получилось, как бы того ни хотел 19-летний водитель «Шкоды Октавия», который ехал по Альметьевску со скоростью близкой к 200 км в час. Эта поездка стала достоянием общественности благодаря его товарищу, на тот момент пассажиру иномарки. Он снимал все на мобильный телефон и выложил в свой аккаунт в социальных сетях. Незамеченной она не осталась. Судя по видеозаписи, пассажир больше водителя представлял, чем могло все закончиться, и даже не прочь был продолжить путь пешком, хоть медленнее, зато безопаснее. Теперь в пешехода официально превратился и молодой водитель «Шкоды». Я эту заснял! Водитель «Шкоды» позже признался, столкновение с «Фольксвагеном» Пола даже не заметил. Но, судя по видеозаписи, его заметил пассажир, пожелавший как можно скорее покинуть салон автомобиля. Скорость в этот момент приближалась к 200 км в час. Выскочи меня! Эту видеозапись товарищ 19-летнего водителя «Шкоды» выложил в свой аккаунт в социальных сетях. Там его и заметили автоинспекторы. Помимо этого, в дежурную часть ГИБДД обратился 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, который сообщил о факте дорожно-транспортного происшествия. Со слов заявителя, неизвестный водитель автомобиля марки «Шкода Октавия» при движении по проспекту Строителей совершил столкновение с его автомобилем и скрылся с места происшествия. По факту оставления места ДТП автоинспекторы возбудили административное дело, а сопоставив обстоятельства аварии с видеозаписью, получили предполагаемого виновника происшествия. В кратчайшие сроки автоинспекторы установили личность данного водителя. Им оказался местный житель 2005 года рождения. Молодой человек пояснил, что видео выложил его друг в своем аккаунте еще 7 марта без его ведома. А момент ДТП, о котором заявил потерпевший водитель, он даже не заметил и отказался признавать свою вину. В отделе полиции молодой водитель вел себя куда скромнее, чем на дороге. Там после профилактической беседы на него составили 3 административных протокола за невыполнение обязанности при дорожно-транспортном происшествии, за опасное вождение и отсутствие полиса ОСАГО. Помимо денежных штрафов, суд за оставление места ДТП лишил водителя права садиться за руль на 1,5 года. О дальнейших отношениях лишенного прав водителя и его товарища, выложившего запись в интернет, не сообщается. Сирина Васильева, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.